И сейчас с нами на прямой связи Борислав Береза, народный депутат Украины 8-го созыва. Борислав, здравствуйте, вы нас слышите? Здравствуйте, добрый день, конечно. Борислав, скажите, пожалуйста, как вы считаете, что произошло, что вот сегодня на форуме Владимир Зеленский очень четко сказал, что АТР нужен, очень четко сказал, что Крым – это часть Украины, и в целом риторика главы государства, она, на самом деле порадовала, наверное, всех жителей Крыма? Скажем так, мне понравилось то, что я сегодня услышал. Хотелось бы, чтобы эти слова не расходились с делом. Хотелось бы, чтобы после таких слов канал АТР начал полноценное вещание и получил полное финансирование со стороны государства, которое записано в бюджете. Хотелось бы, чтобы вода в Крым не была пущена. И хотелось бы, чтобы на сегодняшний день на всех мировых площадках президент Украины говорил о Крыме, включая ближайшую встречу в нормандском или берлинском формате. Поэтому пока это хорошая заявка. Я надеюсь, что она будет подкреплена активными действиями, позицией и соответствующей риторикой. А как вы считаете, если бы не было подобных марафонов, которые мы проводили, и в целом столько такой телеканал АТР не приобрел бы такой широкий резонанс этой ситуации, и не было такой огромной поддержки со всех сторон, включая зарубежье, мы бы услышали такую позицию или нет? Знаете, история не любит сослагательных наклонений, поэтому было бы, не было бы, но мы видим только одно, что через публичное давление, через озвучивание проблем можно добиться от власти реакции. Иначе, к сожалению, власть не реагирует. Она реагирует только на внешние раздражители, которые влияют на ее рейтинги и которые заставляют ее что-либо делать. К сожалению, прагматичного подхода, потому что это необходимо для Украины, и вещание канала АТР – это одна из составляющих информационной войны против России, такого понимания на Банковой нет. И меня это откровенно расстраивает, потому что это говорит о том, что отсутствует полноценная стратегия противодействия информационной войне со стороны России, и отсутствует понимание, что и как надо делать, чтобы добиться победы.